Зальцбург был столицей маленького церковного княжества. На карте Европы оно выглядело крохотным, не более ноготка. Но ведь его измеряли лишь в ширину и длину. А стоило поднять свой взор выше, и вы немало удивились бы. Здесь, в Зальцбурге, начинали свое шествие величественные Альпы, одни из самых красивых гор Европы. Каждое утро солнце, точно сиятельный маршал, обходило их стройные ряды и поправляло золотой рукой их белоснежные шапки. А кроме того, у солнца имелось еще много других дел, и главное — вовремя улыбнуться здешнему владельцу, архиепископу. Кто никогда не видел архиепископов, может спросить: а кто они такие? Так вот, если на серебряный самовар поставить ромовую бабу и накрыть шелковой шалью с кистями, это будет очень похоже. И вся разница лишь в том, что зальцбургский самовар умел высокопарно говорить, читать молитвы и тянуть нараспев «Амен, амен, амен». Тем и вызывал он у жителей некоторую почтительность. И все-таки ни церквами, ни архиепископом, даже не высоким небом славился старинный городок. В самой Австрии о нем говорили так: да разве это город? Это настоящая музыкальная шкатулка. И в самом деле, как ни сказочно это, но в славном Зальцбурге каждый второй житель плясал, каждый третий пел, и каждый четвертый обязательно играл на музыкальном инструменте. А как пели, играли и плясали зальцбуржцы! Даже строгие церковные кресты и те, казалось, начинали приплясывать, стараясь закружить в веселом танце пролетающие мимо легкие облака. Вот в один из таких танцующих дней и родился Вольфганг Амадей Моцарт. Судьба, лениво листающая страницы зальцбургской жизни, вдруг остановилась и, сказав «Ах!», нежно коснулась рукой колыбели новорожденного. Знаменитый музыкальный городок будет иметь своего знаменитого композитора. Правда, в тот день никто из зальцбургцев и не подозревал об этом. По-прежнему они пели, плясали, и лишь отец новорожденного, скрипач Леопольд Моцарт, счастливо вздохнув, задумался. А кем будет мой мальчик? Станет ли он переплетчиком, как все Моцарты? Или, подобно мне, отдаст свое сердце музыке? Кто знает. И пока все здесь пребывает в счастливой неизвестности, мы перейдем к следующей главе.